В компании, в группе «Алроса» приняты планы по реформированию непрофильных активов. Они утверждены и для Алмазов и Набара Советом директоров. Планы эти до 2020 года. Планы предусматривают постепенное решение в контакте с правительством Республики Саха-Якутия вопросов по этим непрофильным активам. То есть речь ни в коем случае не идет об их закрытии либо ликвидации, речь идет о выработке взаимоприемлемого решения для того, чтобы эти общества продолжили самостоятельную работу. Мы в эти планы вносим все время коррективы в зависимости от того, как развивается ситуация. Эти планы меняются и у Большой Алросы, и у дочерних обществ Алмазов и Набара, и Нижнеленского. Сказать сейчас конкретно, что в каком году, какие будут предприняты решения и действия, сейчас это достаточно затруднительно, потому что в любом случае это требует контактов с правительством и требует поиска решений, которые позволят нашим непрофильным активам развиваться. Для примера я хочу привести реформирование деятельности по содержанию нашего жилищного комплекса. Это в Мирнинском районе компания «Алроса». У нас входила в периметр компании, были структурными подразделениями жилищно-коммунальное хозяйство, и было дочернее общество МПЖХ, которое занималось обслуживанием города Мирный, предоставлял жилищные услуги. Сейчас мы нашли вместе с муниципалитетами взаимоприемлемые решения. Муниципалитеты создали аналогичные МУПы, мы перевели туда, соответственно, людей и при этом взяли на себя обязательства. Сейчас в течение 5 лет мы поддерживаем эти общества, соответственно, закрываем все возникающие убытки. По истечению 5 лет, соответственно, уже будем ориентироваться в зависимости от того, как они сработают и какой результат будут показывать. Кроме этого, из успешно реализованных проектов у нас, можно сказать, в качестве примера выделение авиакомпании «Алроса». Авиакомпания отработала только первый год с убытками, и компания «Алроса» закрывала их за счет бюджета группы, после чего авиакомпания работает уже стабильно с положительным результатом и, соответственно, развивается. А главная компания поддерживает авиакомпанию с точки зрения приобретения воздушных судов, льготного финансирования. Но эти примеры показывают, так скажем, социальную ответственность, которую мы придерживаемся при выработке решений относительно непрофильных активов. То есть профильные и непрофильные активы для нас это не те общества, которых мы просто хотим избавиться. Все-таки мы стараемся при реформировании создать все возможности для того, чтобы они самостоятельно развивались и прибыльно продолжали свою деятельность. Соответственно, какую-то финансовую нагрузку, которая потребуется для того, чтобы эти общества были и подготовлены, и продолжили развитие, берет на себя, конечно, главная компания. И все созданные в период реформирования общества, они у нас работают достаточно эффективно.